Добрый вечер, республика! В эфире детские новости. Новости для тех, кто не раз слышал от родных фразу «подрасти сначала». В студии для вас работаем мы, Хадижа Акаева и Абдулмалик Мадаев. Дорогие друзья, в этом выпуске программы мы побываем на Дне открытых дверей в Республиканском центре детского творчества и юношества. 27 сентября в нашей стране отметили День воспитателя и дошкольного работника. Наша Хадижа встретилась с Маликой Шариповой, замечательным воспитателем из детского сада номер 3 нашего города. Как это было, узнаете из нашего сюжета. Зачем в детских садах нужен тихий час и почему дети не могут ходить в садик вечно? Наши постоянные эксперты поделятся своими, очень серьезными размышлениями. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости и педагоги! Вас приветствует Республиканский центр развития творчества детей и юношества. Сегодня очень важный праздник – День открытых дверей. Уже не первый год Центр распахивает свои двери для гостей, юных, энергичных, творческих ребят. Если у ребенка есть способности, их надо развивать. И неважно, чем именно интересуются школьники, в Центре каждый из них найдет увлечение по душе. Театральные и танцевальные кружки, декоративно-прикладное искусство, гитара и вокал, а также всевозможные спортивные секции. Осталось лишь выбрать направление и записаться. Мы рады вас сегодня видеть в стенах нашего республиканского центра. Сегодня мы проводим День открытых дверей, и целью данного мероприятия является показать детям, родителям, учителям, всей общественности, чем занимается наш республиканский центр детского творчества, какие у нас есть кружки. Мы от лица Министерства образования и лично министра Исмаила Владимировича Байханова от всей души поздравляем всех детей нашего центра, тех, кто уже учится и придут к нам по итогам нашего сегодняшнего мероприятия с началом учебного года. Руководители кружков вместе со своими подопечными подготовили для гостей несколько выступлений. Лариса Цахилова руководит танцевальным ансамблем «Кавказ», работает в Центре детского творчества и юношества уже 11 лет. У меня хореографический кружок танцевальный. Девочки занимаются и мальчики с 5 лет и до 14 лет. Вот за эти 11 лет очень много у меня выпускников выпустила я. Все они уже выросли и работают уже, учатся кто в нефтяном, кто в университете, кто в медучилище. И также танцуют в других коллективах. Самые маленькие у меня, вот Магомадов Руслан у меня и Темишева Радима, пара, солисты они считаются. Танцуют очень хорошо, стараются детки. Когда ребенок танцует, вот, предположим, если оценку плохую получает ребенок в школе, вот 3 там, приходит девочка такая расстроенная в спортзал, а когда начинает танцевать, то ребенок забывает и про плохую оценку, и про отношения с подругами, с друзьями. Как-то в танце все проходит. Я пришел в ансамбль «Кавказ». Там учат чеченский танец, и кабардинский, осетии и другие. Я люблю танцы из-за того, что там хорошо учат, что там учат танцевать. Когда я танцую в ансамбле «Кавказ», я все забываю и учусь танцевать. Мне очень нравится дагестанский танец, потому что там красивые движения. В этом центре мне все нравится. А это уже воспитанники театрального кружка. Ребята подготовили для гостей сказку о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Вот только постановку школьники решили сделать на родном языке. Судя по реакции зрителей, получилось у них неплохо.
На дне открытых дверей выступили представители всех кружков и секций. Как надеются организаторы, очень скоро в Центр развития творчества детей и юношества придут новые, активные и творческие ребята. А мы продолжаем. 27 сентября в нашей стране отметили День воспитателя дошкольного работника. Вот и мы с Абдулмаликом хотим поздравить всех, кто работает в наших детских садах. Да уж, воспитатели это точно заслужили. Я-то хорошо знаю, как им нелегко бывает. Интересно, помнит ли меня моя воспитательница? Ты еще сомневаешься? Такого, как ты, забудешь. Думаю, ты еще даже снишься ей в кошмарных снах. Эй! Я все слышал. Можно подумать, что ты была идеальной в детском саду. Сидела в уголке и играла в куколки. Нет. Ну мы что-то отошли от темы. Давай лучше расскажем нашим телезрителям о героине нашего следующего сюжета. Верно, друзья? Давайте посмотрим сюжет, который подготовила наша Хадижа. Каждый детский утренник для этих малышей праздник, и готовятся они к ним очень серьезно. Мамы своими руками шьют ребятам яркие и необычные костюмы, подбирают веселую музыку, разучивают песни и стихи. В общем, работы хватает на всех. Как часто взрослые говорят, что с нами, детьми, приходится нелегко. А что делать бедным воспитателям, у которых не один, не два ребенка, а целых 20, а то и 30? Об этом мы узнаем у нашей героини. Малика Шарипова работает воспитателем в старшей группе. Работа эта очень ответственная, ведь во многом именно от нее зависит, как ее ребятки подготовятся к школе. Научить непоседливых малышей читать и писать совсем непросто. Есть дети, у которых очень мягкий характер, и с ними нужно очень мягко обращаться, говорить тихо, спокойно. А есть дети неспокойные, которые наверное, иногда приходится говорить больше, чем остальным детям. Вот такая у нас работа, Хадижа. С кем-то помягче, а с кем-то построже. Терпение, терпение и еще раз терпение. Пожалуй, вот самое главное в работе воспитателя. Справиться с шумной толпой ребятишек, которым постоянно что-то нужно, уж точно сможет не каждый. Кому-то заботливо поправить волосы, другому сказать так нужные слова одобрения. Внимание в садике нужно каждому ребенку. И если, несмотря на усталость, воспитатель найдет время для всех, малыши обязательно это оценят. Одна молодая семья переехала в другой район, и им пришлось по меру тех обстоятельств перевести ребенка в другой садик. Но этот ребенок настоял на том, чтобы его возили с другого района в этот район и в этот садик. Он никак не смог привыкнуть к тем воспитателям, которые были в другом саду. Дети, конечно, они очень чувствительны, и если они привыкают, то они привыкают на все 100%. 27 сентября все воспитатели детских садов получают поздравления, ведь именно в этот день они отмечают свой профессиональный праздник. День воспитателя – это, конечно, очень приятный праздник для всех воспитателей и всех дошкольных работников. Нам, конечно, очень приятно получать поздравления от своих воспитанников, от их родителей. Всегда приятно слышать слова благодарности. Детский сад не зря называют вторым домом для малышей. Здесь о них заботятся, учат жить, общаться, дружить. Все это возможно лишь благодаря воспитателям и их ответственной работе. Эх, хорошо было все-таки в садике. Никаких домашних заданий, никаких контрольных. Все дети играют, рисуют и отдыхают. Если там было так хорошо, тогда и остался бы там. Ну, знаешь, в садик вечно ходить нельзя. Нужно ходить в школу, в университет, потом на работу, потом на пенсию. Рано ты как-то на пенсию собрался. Для этого сначала много-много лет работать надо. А я разве не работаю? Я вот наши детские новости веду. Ой, извини, постоянно забываю. Кстати, если ты действительно уйдешь на пенсию, я знаю, кто тебя сможет заменить. Наши маленькие эксперты. Но эти точно везде успеют. И в детсадовской теме они разбираются получше многих. Дорогие друзья, передаем слово ребятам. Почему дети должны ходить в детский сад? Чтобы быть умными. Мама с папой приводят. Чтобы учиться. Чтобы учиться и заниматься. Чтобы прыгать и бегать. Чтобы учиться.
Что нельзя делать в детском саду? Драться, баловаться, приносить сладости. Драться, баловаться. Нельзя баловаться и драться. Баловаться нельзя, потому что будет воспитатель ругаться. Драться. Кто такой воспитатель? Воспитатель – это наш первый учитель. Воспитатель – это добрый человек, у которого два дома – в садике и дома. Вторая наша мама. Это наш учитель. Зачем нужен тихий час? Чтобы не спали, никому не мешали. Чтобы набивать силы. Чтобы расти. Чтобы мы не шумели. И чтобы набираться сил. Расти. Тихий час нужен, чтобы когда ты устал, отдохнуть. А я за стишок про тихий час. Дорогая моя Казивдина, разрешите мне не спать, разрешите это время нам на улице гулять. Каким должен быть самый лучший воспитатель? Он должен быть добрым и хорошим. Он должен любить детей, как мама. Должен быть хорошим, добрым, как мама. Чем детей кормят в детском саду? Полезным обедом, супом, салатом, кашей, супом, всякими витаминами. Нам разное кушать дают. Суп, кашу, макароны. Чему учат воспитатели? Быть тихим и хорошим. Песням, стихам, писать, рисовать, подготовкам в школе. Не баловаться. Почему детям нельзя всю жизнь ходить в детский сад? Потому что только можно ходить, когда нету выходных, а когда нельзя, можно только на выходных бывать дома. Потому что в детском саду иногда бывают каникулы. Потому что бывает выходной, что уходит из школы и получает знания. Потому что еще школа нужна. Они вырастают и идут в школу. Мне стихотворение про тихий час нравится. Как там было? Разрешите мне не спать, разрешите погулять. Но если в двух словах, то так. Интересно, как ты в школе стихи рассказываешь? Точно так же? О, спасибо, что напомнила. Мне же надо готовиться к конкурсу чтецов. Опять? Он не может хотя бы один раз пойти без тебя? Да-да, конечно. Может быть, ты без меня программу еще вести будешь? Кстати, о программе. Она уже почти закончилась, если ты не заметил. Нам уже надо прощаться. Надо, значит, надо. Увидимся на следующей неделе, дорогие друзья. Всего доброго!